Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В этом году исполняется 105 лет социальной службе Российской Федерации. Соцработники первыми принимают на себя волну людских проблем и в меру своих возможностей помогают их решать. Сегодня мы поговорим о работе Управления соцзащиты одного из крупных районов республики – Алданского. Гость в нашей студии Вадим Мазурок, руководитель Алданского управления социальной защиты населения и труда. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В июне отмечается День соцработника. Поздравляем вас и ваших коллег в Алданском районе. Спасибо. С профессиональным праздником. Вот какие виды соцпомощи оказываются в Алданском районе? Ну, смотрите, если, допустим, вообще взять наш Алданский район в целом, это более 39 тысяч человек, да, то порядка 35 тысяч человек являются получателями, либо являлись получателями различных мер соцподдержки в нашем управлении. То есть, по сути, с самого рождения до преклонного возраста мы тем или иным образом сопровождаем наших граждан. То есть это выплаты на детские пособия, это материнские капиталы, да, там дети, столетия, региональный материнский капитал, капитал семья. Также это ветераны все, то есть ветераны труда, ветераны тыла, люди, имеющие инвалидности, да, с ограниченными возможностями. По сути, это весь спектр услуг основных, то есть все, что у нас предусмотрено, мы оказываем, выплаты производим. То есть, получается, практически все население получает меры соцподдержки, те или иные. Практически, да? То есть можно сказать таким образом, то есть получают различные выплаты. Вот какие объекты социальной помощи населению работают в Алданском районе? Ну, помимо нашего управления у нас также имеются дома-интернаты, да, то есть это специальные дома-интернаты психоневрологического вида, это вообще крупнейшее учреждение подведомственного Министерства труда и социального развития республики, да, находящееся в Тамоте, там порядка 400 человек проживают. Также в Илмахе у нас есть дом-интернат специализированный, также у нас есть детский дом, также непосредственно в Алдане находится на порядка 80 мест. Также у нас есть межулустный дом-интернат в поселке Ленинском. То есть, по сути, все основные учреждения, то есть и меры соцподдержки, которые мы можем оказывать гражданам, они представлены в Алданском районе. Вот какие категории льготников проживают в Алданском районе, ну и какая работа ведется с ними? Ну, большой вообще спектр, если взять услуг, оказывается, конечно, это ветераны труда, да, то есть это порядка 7 тысяч человек. Ветераны труда либо республики, либо Российской Федерации. То есть, меры социальной поддержки они получают одинаковые. То есть это выплата ежемесячная на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Это порядка 2800 рублей, то есть ежемесячно. Вот. Также большую работу проводим по, опять же, семьи с детьми. То есть это материнские капиталы, дети столетия. Это очень такая, как оказалось, востребованная мера социальной поддержки. Ведь первоначально, когда было как раз столетие республики, да, то есть в прошлом году Александр Сергеевич Николаев был утвержден данный материнский капитал, да, то есть, но за счет высокой востребованности было принято решение о продлении его еще на 5 лет. То есть это целевые средства, которые могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта, также отдых по территории России, получение образования либо высококвалифицированной медицинской помощи. То есть В этом году происходит крупная реорганизация, образовался социальный фонд России. Вот расскажите, какая работа идет здесь, может быть, какие-то трудности появились? Ну, получается, да, действительно организована новая структура. Фонд социального страхования, они перешли в структуру пенсионного фонда, то есть, часть выплат, которые мы ранее оказывали детские, в том числе были переданы на их уровень. Также мы прекрасно знаем, что сейчас, допустим, отошли ряд мер соцподдержки, которые ранее мы оказывали, так называемые маленькие детские, то есть они сейчас, это все универсальные детские пособия, которые получают на уровне Социального фонда Российской Федерации. Трудностей я здесь, в принципе, никаких не вижу. Мы активно проводили работу по информированию граждан, то есть, что необходимо, куда подавать заявления через многофункциональные центры, через портал госуслуг. То есть этому предшествовала большая информационная кампания, в принципе, в том числе и с нашей стороны, на уровне республики, министерством. Поэтому я считаю, что это реформирование произошло максимально безболезненно. То есть сейчас, в принципе, все, кому положено, эти выплаты производятся уже на уровне социального фонда.
С этого года в Алданском районе налажен прокат средств реабилитации для инвалидов. Да? Кто это организовал, что представляет прокат и на каких условиях? Да, действительно, смотрите, с этого года впервые нами предоставляется такая услуга, то есть это по инициативе Министерства труда и социального развития. То есть почему вообще возникла необходимость в этом, да, то есть мы и ранее предоставляли средства реабилитации, но конкретно уже для инвалидов, да, то есть, например, если человек получил инвалидность, у него есть программа реабилитации, согласно данной программе мы предоставляли средства реабилитации, но зачастую возникают вопросы, допустим, человек не получил еще инвалидность, да, например, там, ну, внезапная там, болезнь, да, то есть его, например, поразила, да, то есть и необходимо. Потому что бывают как бы вопросы оформления инвалидности, они занимают определенное время. То есть бывает даже до 3 месяцев. Ну, то, что необходимо пройти обследование. Да. Да. В связи с этим, то есть, ну, а, например, та же коляска, например, инвалидная, либо ходунки нужны уже сейчас. То есть что делать? Вот для этого как раз и предоставляется данная услуга. Конкретно, если, допустим, у человека есть инвалидность первой группы, мы предоставляем это бесплатно, а если, допустим, у человека еще нет инвалидности, ну, там символическая оплата предусмотрена. То есть и мы предоставляем коляски, предоставляем и кровати, это уже все приобретено, все уже закуплено, мы работаем в данном направлении уже. Большой блок работы сегодня у соцзащиты, оказание мер поддержки участников специальной военной операции, членам их семей. Вот что делается у вас в Алдане в этом направлении, в этой сфере? Ну, действительно, с началом специальной военной операции, то есть как бы работа эта проводилась, а непосредственно уже с начала мобилизации, да, то есть с осени, с сентября 2022 года и именно с подписанием указа главы Республики Саха-Якутия 2603 о мерах соцподдержки. То есть республика оказывается 7 основных мер соцподдержки. То есть это единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей, также освобождение от уплаты за детские сады, бесплатное питание для членов семей, то есть для детей именно мобилизованных граждан, также повышенная стипендия предусмотрена, льготное поступление на целевые места для студентов, детей мобилизованных граждан. Также предусматривается для родителей мобилизованных санаторно-курортное лечение по всей территории России. Там идет компенсация до 60 тысяч рублей. Вот, то есть это основные направления. Также вот хочу как бы отметить именно работу правительства и главы республики, так как меры, которые мы оказываем, то есть они были своевременные, они были очень как бы точечные. Если, допустим, сначала меры указа распространялись только на мобилизованных граждан, то есть, ну, опять же, были, скажем так, востребованы, у нас же, получается, и добровольцы шли, и контрактники, то есть очень быстро правительство отреагировало на данные, скажем так, потребность общества, то есть были распространены меры и на данной категории тоже. Уверен, что и в дальнейшем меры соцподдержки будут увеличиваться. Сейчас мы активно работаем по контрактникам, то есть по привлечению контрактников. Там также предусмотрены на уровне республики выплаты. Это в размере 150 тысяч рублей для жителей республики. Также есть направление для то есть получается для жителей других регионов. Они могут также получить выплаты до 300 тысяч рублей, приехав сюда. В город Якутск им будет компенсирована эта дорога, да, то есть, ну, с Владивостока они, да, к примеру, прилетят. Они получат компенсацию за дорогу в случае заключения контракта, получат единовременную выплату, то есть пройдут соответствующую подготовку и будут направлены уже в зону специальной военной операции. То есть на самом деле вкладываются большие колоссальные средства в данном направлении. И еще хочу как бы отметить, что даже, может быть, если видели на уровне федерального правительства, даже президентом была отмечена работа нашего правительства и главы в данном направлении. Потому что выплаты, которые предусмотрены на это, и вообще сама работа выстроена от муниципалитетов, да, то есть помощи уже непосредственно семьям, то есть она была проведена в пример. То есть, ну, это действительно как бы большая работа именно совместной команды в каждом районе, в поселении и на уровне республики. Ну, не секрет, что Алданский район достаточно крупный, и существует на территории района отдаленные поселения. Вот как у вас налажено взаимодействие? И есть, может быть, какие-то особенности оказания соцпомощи в районе? Ну, действительно, у нас есть и отдаленные населенные пункты, которые я уже до этого озвучил, например, Илмах, есть и Хатастыр, то есть это отдаленные национальные наслега.
Ну, при управлении социальной защиты у нас мобильная бригада действует, да, то есть мы плотно работаем с Алданской центральной районной больницей, с главврачом, да, то есть если возникает, например, необходимость, мы можем туда, например, выезд необходим врачей, либо мы можем, наоборот, оттуда привезти людей, кому нужна именно квалифицированная медицинская помощь, потому что все-таки транспортная схема, ну, в силу там дорог, да, как бы, то есть не у всех есть возможность выехать, у пожилых тем более людей. Если есть такие заявки, у нас соцработники работают почти в всех населенных пунктах, то есть они принимают эти заявки, заведующий социальным обслуживанием на дому у нас принимает, уже формирует график работы мобильной бригады и осуществляется выезд мобильной бригады по графику. То есть мы привозим людей, они получают помощь и как бы обратно отвозим. Ну, в этом году исполняется 105 лет соцслужбе. Может быть, отметить какие-то достижения за последние годы, чего удалось достичь? Ну, в первую очередь хочу, конечно, поздравить вообще всех причастных к социальному обслуживанию, к социальной службе нашей республики. Здесь действительно нет сторонних людей, нет случайных людей, потому что здесь работают именно люди, для которых вообще само понятие чужая боль, чужое горе, то есть нет такого понятия, то есть потому что мы все как бы пропускаем через себя, и по сути социальные работники, они дарят частичку своей души, своего сердца каждому подопечному, зачастую заменяя самых близких людей. То есть поэтому ну, социальная служба, если взять, допустим, по Алданскому району, у нас в штате управления 20 социальных работников работает, на обслуживании находится порядка 200 граждан. То есть это конкретно категория, это ветераны тыла, ветераны труда, инвалиды, конечно же, дети войны, то есть в силу причин каких-то, например, родственники у них живут за пределами, да. То есть, соответственно, соцработники, они им помогают и поход в магазин, приобретение лекарств, оплата коммунальных услуг, уборка по дому, готовка, то есть, по сути, весь спектр услуг, то есть, которые непосредственно человек сам не может выполнять, то есть, ну, либо у него утеряны. Ну и что бы вы пожелали своим коллегам? Конечно, праздника, в первую очередь за крепкого здоровья, терпения, ну и крепкого здоровья в первую очередь. Крепкого здоровья. Да, потому что оно понадобится. Что ж, Вадим Владимирович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вашей службе развития, процветания. Конечно же, большое спасибо за ваш труд. Без вас жизнь многих людей была бы очень сложной и практически невозможной, можно сказать. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.